Так, самса у нас готова. Вот, смотрите, какая она золотистая. Еще даже с пылу с жару, как говорится. Друзья, всем привет! Вы на нашем канале Поварешка. И сегодня мы же с Уланом будем готовить самсу. Итак, для начала мы сейчас подготовим начинку для нашей самсы. И нужно будет нарезать вначале курицу. Я делаю самсу сегодня из курицы. Филейная часть вот курицы, мякоть. И нужно будет ее нарезать кубиками. Значит, мне помогает мой муж. Всем привет. Да, вот он сейчас нарежет. Здесь полкилограмма. Здесь, да, по весу, ну, чуть больше, 500-600 где-то так. Вот эти всякие лишние, вот эти жилки мы убираем. И потом уже чистое филе, чистая мякоть курицы мы добавляем. Вот это тоже все мы убираем. Вообще не люблю, когда в мясе лишние всякие жилки. Ну, прям без всех, может, и... Ну, желательно, вот, да, вот все очищать. Чтобы курица была вот без всяких жилок, без всяких связок. Вот примерно на такие кубики мы, на не очень большие, средние кубики мы нарезаем. Кусочки, не обязательно кусочки, кубики. да. Ну да, кусочки нарезаем нашу курицу. Итак, мясо нарезали, теперь нужно будет порезать на кубики репчатый лук. Ну, смотрите, у меня здесь 3 штучки, но я сейчас посмотрю, возможно, будет его достаточно. Если нет, может быть, еще добавлю один. Сейчас посмотрим. Вот эти штучки всякие тоже проросшиеся, тоже все убираем. Лук тоже желательно, ну, чтобы он был у нас чистый. Ну вот, вот. Все лишнее убираем. И теперь нарезаем кубиками, как на манты. Но здесь чуть-чуть можно даже покрупнее. Вот таким размером идут вот такие кубики лука. Итак, мы добавили 3 лука, но все-таки мало, поэтому сейчас еще один добавим. В итоге мы добавили 4 репчатых лука. Но тут тоже смотрите на филе, смотрите на граммовку сколько. У нас вот 500-600 грамм и примерно ушло 4 лука. Но тут тоже надо все смотреть. В итоге где-то у нас 600 грамм филе и 4 лука репчатых. Ну, столько же, наверное, по весу не вешаю. Да. Сегодня мне помогает нарезать муж. Мы вообще часто делаем вместе что-то, готовим вместе. Когда вот у нас появляется время свободное, то вот мы вдвоем готовим. Иногда я одна готовлю, иногда может муж сам что-то приготовить. Но вот сегодняшнее видео у нас мы готовим вместе. Курицу и лук хорошенечко размешаем. И сейчас будем добавлять жир. Итак, насчет жира я хотела сказать, что можно добавить любой жир, который вы хотите. Вот смотрите, мы добавляем гусиный жир. Мы на Новый год, когда готовили гуся, у нас остался вот в рукаве, после того, как гусь приготовится, у него очень-очень много остается вот такого жира. И он очень хорошо подойдет на самсу, так как он, во-первых, у него приятный вкус такой, нежный, да, гусиный. И он хорошо прям вот на самсу подходит. Можно добавить каза, если у вас есть. Я иногда так хватит. Я иногда добавляю каза, вот конина, да, каза. Можно добавить, ну, в общем, жир, который гусиный внутренний жир, да, то есть тут уже смотрите. Но жир нужно обязательно добавлять, чтобы самса получилась у нас сочная.
Вот сейчас нужно будет это все хорошенечко размешать и уже перейдем к тесту. А, нет, еще приправу еще добавим и все. Так, этот жир у нас с новогоднего гуся. Кто не видел, есть на канале видео, как я готовил новогоднего гуся. И оставалось вот столько у нас жира. Его мы используем в таких случаях. Вот как самсу, когда делаем. Тоже все хорошенечко размешиваем. Жир у нас этот подтает, его будет не видно, но чувствоваться он, конечно же, будет. Так, все, теперь осталось добавить приправы. Добавляем приправы. Из приправ я использую соль и перец, все по вкусу. Тут уже я вам не скажу, смотря сколько кто. Так, и жир тоже смотрите сами, потому что кто-то любит пожирнее, кто-то не очень прям жирный. Но я считаю, что самса она должна быть сочная, жирненькая. Перец. И я еще добавляю красный молотый перец, но вот у меня его нет, тут у меня молотая паприка копченая. Так, все, теперь все хорошенечко мы размешаем, и начинка на самсу у нас готова. Так, вот такое тесто слоеное дрожжевое мы используем. Здесь по объему килограмм. Вот оно так внутри выглядит. Сейчас я его достану. Вообще оно было пластами у нас. По пласт 4 пласта там было. И немножко оно у меня неправильно разморозилось. Все прилипло. Ну, сейчас будем смотреть. Вообще вот по 4 штуки пласт был. Было удобно. Я делила на 4 штуки. И хорошо прям готовые были квадратики на самсу. Ну, сейчас посмотрим. Так, ну я решила сделать вот так в этот раз. Поделить на 4. Так, делим на 4 части. И еще поделю на 4. Вот 4, значит, я попридавила чуть-чуть вот так. Теперь буду раскатывать, и у меня должно получиться 4 квадрата, 4 теста. Так, делим на 4 квадрата. И можно еще чуть-чуть раскатать каждый. Итак, вот примерно такие получились. Ну, пусть они неровные квадраты, там без разницы. Сейчас вот Жасулан будет делать самсу. Сейчас вот несколько штук покажем вам, как делаем. И потом быстро-быстро сделаем и поставим в духовку. Делаем мы такими вот треугольниками и зажимаем вот так сначала края. Не знаю, видно, нет, из-за рук. Видно, может. Зажимаем все края и еще вот так друг к дружке тесто еще прилепляем. Обязательно должно прям все хорошо залепиться, чтобы оно во время приготовления не открылось. Повторяем этот же процесс. Все это. Начинки ложьте сколько вам не жалко, мало тоже не ложьте, но и сильно много тоже не надо. Все должно быть в балансе. И сейчас мы положим наши самсушки. Они небольшие такие получаются. Вот у нас на готовый смазанный подсолнечным маслом лист. Вот я его смазала. Мы будем сюда накладывать наши самсушки. Так, ну вот у нас получается 16 штук самсушек будет.
И вот у нас начинка еще осталась немножко. Но мы ее уже не будем добавлять. Это уже сильно много будет. Не влезет, да. Поэтому пусть она остается. Сейчас мы будем уже скоро отправлять в духовку нашу самсу. Итак, еще один момент. Сверху можно помазать желтком. Значит, немножко, чуть-чуть можно еще добавить молока. Немножко. Вот. И смазать кисточкой наши самсушки. Еще такой момент. У нас 16 штук, но у нас в лист все не влезло, поэтому мы еще вот такую круглую 5 штук отдельно будем готовить. Ну, чтобы еще тесто поднимется и чтобы все друг к другу не прилипло, мы решили остаток отдельно сделать. Вот так, чтобы быстро-быстро все смазали. И еще хотим сверху посыпать кунжутом. Друзья, это такой самый, наверное, легкий вариант приготовления самсы. Еще, конечно же, можно готовить со своего домашнего теста, делать свое домашнее слоеное тесто. Я иногда его тоже делаю, когда есть побольше свободного времени. Как-нибудь тоже сниму на видео, как я делаю слоеное тесто домашнее. Но это будет уже другое видео, в другой раз. А сегодня у нас самса из слоеного дрожжевого теста, из покупного слоеного теста. И начинка у нас курица. Вообще раньше, в 2000-х годах, я вот вам немножко могу рассказать свою историю. Я ходила самсу. Мы вставали с мужем в 5 утра. Он мне тоже помогал. Но тогда я делала начинку из говядины. И в день, это 2000-е года, и в день я продавала, 2000, наверное, даже не второй, третий, четвертый год. И вставали мы в 5 утра, готовили где-то в районе 9-10 часов. Я уходила на базар и там продавала вот наши беляши. Клиенты у нас всегда были постоянные. Самсу. Да. Ну, беляши тоже, кстати, да, готовили. У меня вот свекровка в день продавала по 1000 беляшей. Но это уже совсем другая история, тоже как-нибудь расскажем. Ну и вот кунжут, да, тоже добавляем, посыпаем сверху. Вот поэтому, ну, самсу я готовила полностью сама, и начинка была своя. Нету, да, больше? Ну, значит, все, там чуть-чуть там можно. Кажется, кунжут закончился дома. У нас бывают иногда такие, значит, рецепты спонтанные. Вот захотели там, давай приготовим самсу, и приготовили. То есть у нас, если честно, не всегда бывает так, что вот давай сегодня там выложим. Вот просто вот сегодня захотели самсу, как бы купили тесто и вот, пожалуйста. Вот. Так что пишите, если у вас какие-то есть вопросы, комментарии. Я стараюсь отвечать на все комментарии. Если где-то кого-то пропустила, вы уж извините, как бы не специально. Бывает иногда, что когда много-много комментариев, поэтому. Ну вот, значит, самса у нас готова к приготовлению. В разогретую заранее духовку мы отправляем нашу самсу примерно на 40-45 минут. Курица, она быстро готовится, поэтому так. Там, наверное, надо будет вниз, да? Ага, вот одна у нас. И еще у нас вот круглая. Тоже мы ее вместе ставим. И потом местами мы поменяем чуть-чуть там. Вот. Все, отправляем на 40 минут. Температура примерно 180 градусов. Так, самса у нас готова. Вот, смотрите, какая она золотистая. Еще даже с пылу с жару, как говорится. Какой аромат идет обалденный. Так, ну тут чуть-чуть немножко прилипло, хоть я и смазывала. Вот, ну будем сейчас пробовать ее доставать. Осторожно, там снизу уже отлепляется. Ну, где-то, да, где-то
прилипает она. Ну, кто-то делает на пергамент, но на пергамент у меня, кстати, тоже, я как-то делала, у меня тоже весь пергамент прилип, поэтому мы делаем так, нам так удобно. Итак, самса наша готова. Чуть-чуть дали остыть. Вот такая вот симпатичная получилась. Очень вкусно. Вкусно. Попробуйте обязательно такую самсу. Сделайте на скорую руку из слоеного теста. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ниже будет телеграм моей супруги. Тоже подписывайтесь, залетайте, будете на связи. Все, всем пока.